الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Милостью Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем с вами изучение Его имен и качеств. После небольшой паузы возвращаемся к этой лекции. И сегодня мы с вами, иншаллах, постараемся объяснить имя Аллаха Аш-Шафи. Аш-Шафи. Это имя, оно всегда актуально, то есть это смысл этого имени и требования этого имени всегда актуально. В особенности в те времена, когда распространяются болезни и обостряются. Особенно, скажем, в зиму, когда обостряются, распространяются болезни, разного рода заболевания, будь то грипп, или простуда, или, может быть, ушибы, переломы, можно подскользнуться, или, да убережет нас Аллах, может быть, еще серьезнее, можно и в аварию попасть. В это время, в зимнее время, чаще такие случаи случаются. Имя Аш-Шафи, имя Аллаха Субхану ва Тааля, Аш-Шафи. Если переведем на русский язык, дающий исцеление. От арабского глагола шафа яшфи, шифаан. Это избавление от болезни. Избавление от болезни. Тут нужно обратить внимание, не есть в арабском языке слово дава, а есть слово шифа. Что такое дава и что такое шифа? Дава — это лечение, а шифа — это исцеление или излечение, можем сказать. Дава — это причины, которые Аллах Субхану ва Тааля установил в этом мире. Врач делает дава. Врач, он не исцеляет. Он что делает? Он лечит. Лекарство не исцеляет, лекарство что делает? Лечит. Поняли, да, разницу? И Аллах говорит, у Аллаха имя Аш-Шафи, издающий исцеление. Это имя приходит у нас в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от Аиши, радийаллаху анха, в достоверном хадисе, который приводит имам Аль-Бухари и также имам Муслим в своих сборниках. Говорит Аиша, воистину, когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приходил человек больной, или же он сам навещал больного, он говорил следующее: Аллахумма адхибил баас, раббан нас, ишфи, вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадиру сакама. И также у него другая форма приходит: Аллахумма раббан нас, мудхибил баас, ишфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадиру сакама. Это дуа, это рукья, просьба исцеления у Аллаха Субхану ва Тааля пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал, когда навещал больного, или же когда больные люди приходили к нему и жаловались на разные недуги. Что это дуа означает? Аллахумма раббан нас. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начинает с приближения ко Всевышнему Аллаху, его качеством, его именем Ар-Рабб. Имя Ар-Рабб мы с вами проходили. Имя Ар-Рабб — это хозяин, господин, царь. В руках его вся власть. В этом мире ничто не происходит, кроме как с его дозволения. Он полноправный правитель, истинный правитель. Знает все о каждом, знает, что будет с каждым, и управляет этим миром по своей мудрости и по предопределению, которое он установил. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: о Аллах, Аллахумма раббан нас, о Аллах, Господь людей. Господь людей. Приближается к Аллаху посредством имени. Признает свое, что? Рабство перед Аллахом Субхану ва Тааля. Ар-Рабб. Когда человек использует это имя Ар-Рабб, он тем самым принижается перед Аллахом Субхану ва Тааля и возвеличивает самого Господа. И это, как мы сказали при упоминании имени Ар-Рабб, это имя приходит у нас в мольбах, которые применяли пророки, которые
применяли пророки. Если в Коране мы посмотрим, с каким именем пророки обращались к Аллаху Субханаху ва Тааля, когда делали дуа, они начинали с имени Ар-Рабб. Ар-Рабб. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом дуа тоже так же начинает. Аллахумма раббан нас. О Аллах, ты Господь людей. То есть в твоих руках вся власть. Ты что предопределил, оно и будет. Любой недуг, любая болезнь, любая сложность, которая возникает, это все произошло по твоему предопределению. Ты Господь, ты так пожелал. Аллахумма раббан нас, адхибиль бас. Отдали же недуг, отдали боль. Отдали боль, то есть убери эту боль, которая мучает больного человека. Вашфи анта шафи. И исцели, воистину ты исцеляющий. И исцели, воистину ты исцеляющий. Ля шифаа илля шифаук. Нет исцеления, кроме как твоего исцеления. Вот эти слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ясно дают понять, что нет исцеления в этом мире, кроме как от Аллаха Всевышнего, субханаху ва тааля. Анта шафи шифаан ля югадиру сакама. Исцелением, после которого не останется осложнений. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, смотрите, делает дуа каким образом? Не просто просит исцеления, а просит полное исцеление, даже чтобы после исцеления не было никаких осложнений. Мы знаем, что после болезни может быть осложнение. И порой осложнения бывают даже, последствия осложнений бывают даже тяжелее, чем от самой болезни. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в дуа в своем даже это учил. О Аллах, исцели, дай свое исцеление. Нет исцеления, кроме твоего, исцелением, которое не оставит после себя осложнений. И также это имя у нас приходит в Коране, в дуа Ибрахима, не в дуа, а в словах Ибрахима, алейхиссалям, когда он спорил со своим народом и приводил их божеств, немощные качества тех божеств, которым они поклонялись, и возвеличивал Аллаха субханаху ва тааля. И одним из качеств Всевышнего он назвал «Ваида маритту фахуа яшфин». И если я заболею, то он меня исцелит, говорит Ибрахим, алейхиссалям, когда он пререкался со своим народом. «Ваида маритту фахуа яшфин». Если я заболею, то он меня исцелит. Никто иной не обладает этим качеством исцеления. Знание этого имени требует от каждого верующего мусульманина понять и осознать, проникнуться этим именем. Смысл этого имени и смысл этого имени всегда в своем сердце держать. Знать, что лишь один Аллах, субханаху ва тааля, Он тот, который дает исцеление от всех болезней. Какая бы болезнь ни была, будь то телесная болезнь, телесные недуги или же душевные болезни. Порой душевные болезни бывают даже страшнее, чем телесные. По причине душевных болезней человек может лишиться своего имана, своей религии. Например, какие-то сомнения могут возникнуть в его сердце в отношении религии или ее обрядов, некоторых ее аспектов. И по причине этих сомнений, вот этой болезни этого сердца, или же показуха, рия. Рия, мы знаем, это малый ширк. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: больше, чего я за вас опасаюсь, это малое многобожие, малый ширк. Что же такое малый ширк? Он сказал, это рия, показуха, когда человек делает обряды поклонения ради довольства других людей, не ради довольства Всевышнего Аллаха. Или же высокомерие. Тот, в чем сердце есть хоть горошинка высокомерия, не войдет в рай. Или же зависть. Да? Разные, много болезней в сердце человека возникают. И от этих болезней тоже исцеление дает лишь один Аллах, субханаху ва тааля. От болезней, как от недугов тела, и также от душевных болезней исцеление дает лишь Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе ясно сказал: «Ля шифаа илля шифаук». Или так в другом риваяте: «Ля шафия илля ант». Нет исцеляющего и нет исцеления, кроме как ты. «Илля анта», кроме тебя. Нет никого, который бы даровал исцеление, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. И на каждом верующем, на каждом человеке, на каждом рабе Всевышнего Аллаха требуется это понять и осознать, и жить, поняв это. И также нужно понять, что причины, Аллах, субханаху ва тааля, Он сказал, что Он
дарующий исцеление. Но также Он установил причины, которые приводят к этому исцелению. Когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди, пришли бедуины и спросили: «О посланник Аллаха, нужно ли нам лечиться?» Тогда что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Что он сказал? Кто знает? Нужно же нам лечиться, спросили. Принимать лекарства, обращаться к врачам. Что он сказал? Он сказал: лечитесь. Лечитесь. Воистину, говорит, какую бы болезнь Аллах ни послал, Он послал вместе с ней лекарство, лечение. И если лекарство было правильным, то по причине его человек исцелится, если того пожелает Аллах. То есть Аллах, субхану ва тааля, Он дарующий исцеление. Но это не отворачивает нас от того, чтобы принимать лекарства. Так же, как, например, мы с вами проходили имя Аллаха Ар-Раззак. Что означает имя Аллаха Ар-Раззак? Дающий пропитание, ризк. Так ведь? Мы это знаем, мы это понимаем, но мы же не сидим дома и не ждем, когда наш желудок наполнится едой. Так ведь? То есть, знание этого имени, мы знаем, что ризк пропитания от Аллаха, субхану ва тааля. Но на нас лежит что? Поиск этой пищи. Также в этом, рядом с этим аятом, в словах Ибрахима тоже приходит: «Аллади ют'аймуни ва яскин». Он тот, который дает мне пропитание, то есть который кормит меня и который поет меня. Но несмотря на это, что делал Ибрахим, алейхиссалям? Он искал пищу, он трудился в поисках этой пищи. Так же, как, знание того, что Аллах дарует пропитание, не означает оставление причин или добывание пищи. Также знание того, что Аллах дарующий исцеление, не означает оставление причин, которые приводят к этому исцелению. Как мы поняли из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: лечитесь. И также в других хадисах он нас побуждает. Множество хадисов приходит, в которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас побуждает лечиться. Также в другом хадисе в сборнике Сахиха Муслима приходит: «Ликулли да'ин дава, фаида усиба дава удда, бараа бидниллахи азза ва джаль». Для каждой болезни есть лекарство. Если лекарство было правильным, то человек исцелится, если того пожелает Аллах субханаху ва тааля. И также в этом хадисе, когда бедуины пришли, он сказал: для каждой болезни исцеление, кроме старости. Кроме старости, он сказал. То есть этими хадисами пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дает понять, во-первых, то, что нужно лечиться, нельзя это оставлять. Эту причину надо выполнять. Это есть таваккуль, упование на Аллаха субхану ва тааля. Истинный таваккуль, истинное упование, это когда привязал верблюда и уповаешь на Аллаха, на его сохранность. А не тогда, когда ты верблюда не привязал и уповаешь на Аллаха, на сохранность этого верблюда. Нет, также здесь болезни. Мы уповаем на Аллаха, мы принимаем лекарства, мы обращаемся к специалистам, делаем причины, но при этом мы уповаем на Всевышнего Аллаха. Мы не убеждены в том, что это лекарство дает исцеление, или этот врач дает исцеление. Нет, мы убеждены, что Аллах дает исцеление, но Он установил причины, которые нужно совершать для того, чтобы достичь этого исцеления. И касательно причин, выполнения причин, хотелось бы ради небольшой пользы, привести. В вопросе выполнения причин группы, люди, мусульмане, разделились на две крайности. То есть среди мусульман разного рода течения, фирки. И эти фирки, одни из них пошли в одну сторону в крайность, другие ушли в другую крайность. Одни сказали, что выполнение причин не несет никакого смысла, причины нельзя выполнять. Они даже такое говорили, то, что нет у вещей причины, то есть ничто не является причиной какого-либо следствия. Как, например, если ты бросил камень в стекло, то стекло, которое разбилось, оно разбилось не по причине камня, а разбилось потому, что камень оказался в тот момент, когда стекло разбилось по предопределению Аллаха. Такую крайность ушли. То есть они вообще отрицают полностью причины.
что что-то является причиной чего-то. И по их мнению ничего не нужно делать. Есть течения, которые вообще ничего не совершают. Никакие причины, они даже у людей не просят помощи, если в этом нуждаются. Элементарно даже за столом, если он хочет хлеб, он не попросит хлеба у человека, да, потому что нельзя, по его мнению. Нужно ждать, пока Аллах Субхану ва Тааля тебе, что хлеб по предопределению принесет. Есть, конечно же, заблуждение, это все противоречит аятам Всевышнего Аллаха и хадисам пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А другая крайность – это полное упование на причины. То есть, когда человек всем своим сердцем уповает на причины и верит, то, что эти причины, они приводят тебя к успеху, они приводят тебя к исцелению. Это также противоречит единобожию, противоречит таухиду и вере в одного лишь Аллаха Субханаху ва Тааля. И как мы сказали, Аллах Всевышний Субханаху ва Тааля исцеляющий не только тела, но и наши сердца. И в Коране Аллах Всевышний говорит: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. И мы ниспослали из Корана, что является исцелением и милостью для верующих, и не прибавит нечестивцам или же залимин, притеснителям или же несправедливцам ничего, кроме хасара. Хасара, то есть хасарат, кроме убытка и горя. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в этом аяте о Коране, то, что Коран, он является, в Коране есть шифа, исцеление для верующих. Коран, из этого это следует то, что нам, верующим, узаконено прибегать к чтению Корана для лечения и для просьбы Аллаха Субхану ва Тааля исцеления, что у нас называется в арабском языке рукья. Рукья на русский язык переводится как заклинание, или на татарский ышкыру. Это у нас узаконено, и на это есть высказывание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И также Аллах нам сказал, что Коран есть шифа, в нем есть шифа, исцеление. Этот Коран, он является исцелением как для душ, для наших сердец. То есть здесь у тебя есть, значит, какие-то пороки, дурные качества, какие-то сомнения в твое сердце или другие болезни души, которые тебя одолевают, то тебе нужно прибегать к чтению Корана, книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Если ты будешь чаще читать эту книгу, то, несомненно, ты, иншаллах, отдалишься от разных вот этих болезней. И также Коран является исцелением для тела, нет в этом сомнения. От пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приводится, что он читал суру Аль-Фатиха нечетное количество раз. Он читал последние 3 суры Корана, Ихлас, Фаляк, Нас. Также другие отдельные аяты приводятся, что он читал, и тем самым рака, заклинал как себя, так же и других своих близких и больных людей. И это являлось причиной. И это даже чтение вот этого тоже является, нужно понимать, что это тоже является лишь причиной. Само по себе ничто не дает исцеления, потому что лишь Аллах, Он аш-шафи. Лишь Аллах, Он аш-шафи. И также у нас приводится дуа, которыми Джибриль, алейхиссалям, дуа, или же молитва, которой Джибриль, алейхиссалям, заклинал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Джибриль, кто такой Джибриль? Джибриль — это величайший из ангелов, который ответственен за донесение вахи, откровения к рабам Аллаха Субхану ва Тааля. Он доносил Священное Писание к пророкам Всевышнего Аллаха. И вот он, когда приходил к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, если пророку, саллиллаху алейхи вассалям, что-то одолевало, какая-то болезнь, да, как приводит в хадисе, который приводит имам Муслим от Абу Саида аль-Худри, радайаллаху анху, однажды Джибриль пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я Мухаммад аштакайт, о Мухаммад, что-то тебя беспокоит?» Он говорит: «Да». То есть
в это время пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, у него было что-то, его одолевало. И он сказал: «Бисмилляхи аркик мин кулли шейин ю'зик, мин шарри кулли нафсин ау айнин хасидин, Аллаху яшфик бисмилляхи аркик». Что говорит Джибриль? Джибриль, величайший ангел, он что говорит? «Бисмилляхи аркик». Именем Аллаха я тебя заклинаю. Именем Аллаха я тебя заклинаю. Он не говорит «я тебя заклинаю». Он говорит именем Аллаха. То есть даже Джибриль, даже этот ангел не обладает никаким качеством, властью в вопросах исцеления. Он не обладает никакой властью в этом вопросе. Именем Аллаха я тебя заклинаю от каждой вещи, которая тебя беспокоит, и от каждого дурного взгляда. Да, от каждого дурного взгляда, от сглаза, и, то есть от каждого не дурного взгляда, а от каждого завистливого взгляда. Аллаху яшфик, Аллах тебя исцелит, и бисмилляхи аркик, я именем Аллаха тебя заклинаю. То есть даже ангел Джибриль, он не обладает никакой властью в этом вопросе. Что же уже говорить о других живых вещах, скажем, живых людях или существах, будь то джинны, или же те, как сказать, как их называют, целители народные, к которым приходят люди и верят в то, что эта бабушка или этот человек, или кто, он лечит, он исцеляет тебя от болезни. Если даже Джибриль, алейхиссалям, не обладает никакой властью в этом вопросе. А что уже говорить о них? И что же говорить о неодушевленных, неживых вещах? Разного рода могут быть амулеты. Или же те лекарства, таблетки, которые даже не живое, ничем, да, души даже нет, ничего нет у него. Как оно может тебе дать исцеление? Несомненно, никакого, оно не обладает властью в этом вопросе. Оно лишь, все, что это есть, является лишь причиной для достижения исцеления. И каждый верующий мусульманин должен всегда это помнить. Когда что-то заболит, когда возникает какая-то трудность, нужно в первую очередь обращаться ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И тут испытывается вера человека. Заболела голова, какая первая мысль? Скорее пойти выпить таблетку, или же заболел, скорее пойти в больницу, к врачу обратиться, или какая первая мысль у тебя? Или же скорее попросить у Аллаха Субхану ва Тааля исцеления, в первую очередь к Нему обратиться. Куда сердце стремится? Вот тут и проявляется истинная вера, истинное единобожие человека. Если человек, сердце его привязано к причинам, то тут надо лечиться. Тоже так же, опять-таки, лечение. Как лечиться? Опять просить у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он исцелил наше сердце, чтобы укрепил нас на единобожии, на таухиде, чтобы сделал нас Его праведными, искренними рабами, чтобы наши сердца никогда не обращались к этим причинам, не уповали на эти причины, а лишь уповали на Всевышнего Аллаха Тааля. То есть это является испытанием. Болезнь является не только испытанием твоего терпения, а в первую очередь болезнями и трудностями испытывается твоя вера. К кому ты обращаешься? На что ты уповаешь? Тут испытывается твоя вера. И также испытывается посредством болезни твое терпение. Доволен ли ты предопределением Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, той трудностью, которая тебе была предопределена? И также испытывается по причине болезней наше общество в целом. Если кто-то заболел, как джамаат на это реагирует? Что требуется от джамаата, когда человек заболел? Что нужно? Да, посещение больного. То есть посещение больного это является фард айн. Фард айн это, если, например, намаз это фард кифая является посещение больного. Если намаз, например, это называется фард айн, то есть фард, обязанность, которая возложена на каждого, айн, то фард кифая это обязанность, которая возложена на общество. Если в обществе никто этого не выполнит, то все общество будет грешно, потому что это не выполнено. Но если кто-то выполнит эту обязанность, то с других спадет грех. Так же, как азан является фард кифая. Если никто не будет говорить азан, то все общество будет грешно. Но тут есть один момент. Как же выполнять эту обязанность, как же навещать больного, если ты даже не знаешь, что он больной? Вот такой недостаток есть. Очень большое упущение в обществе, в джамаате, в махалле. Зачастую мы, братья, друг друга даже не знаем. Как по именам,
Даже не то, что да, по именам не знаем, кто ты, где ты, кем он работает. И тут не только тот, который не интересуется, виноват, а тот, который также не знакомится с людьми, не знакомится с братьями, он также на него вина. То есть есть люди, которые приходят в мечеть, уходят, приходят, уходят. Да? Он как бы не в джамаате, он не в обществе. Общество джамаат куда-то направляется, а он не идет. Например, какое-то благое дело, скажем, обычный субботник в мечети, или приготовление к какому-то маджлису, к какому-то мероприятию, где все участвуют, но есть человек, который, он видит это, смотрит на это, но он просто рядом, что? Он уходит. И тем самым, что получается? Он отходит, отделяется от общества, от джамаата. И это очень страшно. Тот, кто отделяется от джамаата, с ним будет шайтан, с ним, несомненно. То есть для этого, для того, чтобы для достижения, вот даже вот мы знаем, что нужно навещать больного, но как мы можем его навестить, если мы не знаем, даже если он больной? Это очень большое упущение, к сожалению, в наши дни, куда бы мы ни поехали, да, не знаем друг друга. А нужно знать, нужно знакомиться. То есть мы же все братья, альхамдулилля. Мы должны быть как одно целое здание, которое поддерживает друг друга. Как одно целое, как одно тело. Если один орган будет, что будет? Если один орган заболеет, то все тело, как реагирует на это? Повышением повышается температура тела. Да? Если, например, в одном органе пошла какая-то инфекция, заражение какое-то, что делает все тело? Тело поднимается, температура тела всего, не только же этого органа. Например, палец порезался, он воспалился, пошел процесс. Не только палец у тебя температура не повышается, нет, а все тело реагирует на это. Горло у тебя простудилось, у тебя в горле пошла, да, реакция, горло покраснело. Как организм реагирует? Температура всего тела поднимается. То есть весь организм борется с этим. И также нам нужно стараться быть такими, одним телом. Если что-то с кем-то случилось, нужно всем вместе, что на это реагировать и помогать друг другу. Просим Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля, чтобы Он сделал те знания, которые мы получали, полезными, и облегчил нам совершение деяний согласно этим знаниям. Субханак Аллахума бихамдика ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله